22 июня 1941 года Антонина Артемовна Усикова встретила в Москве. Первокурсница Института химического машиностроения узнала о начале войны по радио. На следующий день студентов этого вуза ждало объявление. Всем студентам, имеющим приписку к военкоматам, немедленно надо посетить это учреждение. Остальные студенты, желающие оказать фронту помощь в целях обороны Москвы на дальних подступах, явиться в комитет комсомола и записаться о своем участии. В тот же день Антонина Артемовна записалась в группу «Помощь фронту». Через 2 дня в Брянск отправился целый состав с московскими студентками. Хрупким девчонкам поручили рыть противотанковые рвы. Это огромное сооружение, выполняемое очень тяжело, глубиной 3,5 метра, шириной 7 метров, а длина сколько позволял рельеф местности. Когда мы приступили к работе, то облетали немецкие самолеты, бросали листовки и предупреждали, если мы будем продолжать работать, то следующие будут бомбить нас. Наш руководитель, лейтенант, умолял девочек: стойте смело, только не бросайтесь в панику и не поддавайтесь агитации этих листовок. В середине сентября Антонина Артемовна вернулась в Москву. С утра она шла на занятия, а после института на дежурство. Прибывали, когда санитарные составы, надо было раненых вынести из вагонов. Тоже это все делали студенты. И не только это, еще мы большую роль выполняли по охране жилого сектора, потому что бросали зажигательные бомбы, хотели, чтобы сжечь Москву. Антонина Артемовна вспоминает, что в те годы в городе стояла особая атмосфера. Было очень тяжело, но никто не терял веру. Эта работа выполнялась с таким энтузиазмом, что просто не было даже слова такое: отмазался, убежал куда-то, спрятался. Мы этих слов не знали. Мы настолько все это выполняли, зная, что капельку мы вносим в победу и в защиту Москвы. А Москва для нас самый дорогой город был, не только для нас, а для всех живущих в нашей стране. Так что охраняли ее очень бдительно. День Победы, как и начало войны, наша героиня встретила в столице. Помнит, что 9 мая писала дипломный проект. Выбежали на улицу, а улица вся заполнена людьми. И только одно слово: победа, победа, победа. Это как в песне пелось, она искренние слова были. Эта радость была со слезами на глазах. В июне 1945 года Антонина Артемовна окончила институт. По распределению попала в Щелковский техникум. И вся ее дальнейшая жизнь была связана с педагогической работой.